В условиях быстро развивающегося мира не стоят на месте и радикальные силы. Они используют новые и с каждым разом все более изощренные методы для подрыва стабильности и безопасности, в том числе в странах Центральной Азии. Для пропаганды своих идей активно используют информационные технологии, социальные сети и цифровые платформы. Все это позволяет им манипулировать общественным мнением и религиозными взглядами населения. Пусть служит тагуту, вы являетесь рабами этого тагута. У него горит, у него боится фитны. И они живут и думают, баракалуфикум. Когда я видел их гнев, это прибавляло только лишь радости мне. Не слушайте этих. Так как религиозность является социальным явлением, в принципе, нет никаких проблем в том, чтобы некоторые люди становились религиозными. Это совершенно естественное духовно-социальное явление. Но вот есть другая проблема, и она заключается в том, что этим явлением могут воспользоваться заинтересованные силы. Это псевдорелигиозная, либо религиозно мотивированная, религиозно камуфлированная деятельность, которая направлена на насильственное изменение государственного строя или на насильственный захват власти. Поэтому она представляет очень большую угрозу, так как угрожает суверенитету государства, территориальной целостности государства. Чаще всего объектами экстремистской пропаганды становятся безработные и экономически нестабильные граждане. Особенно уязвимы молодые люди, подростки и женщины. Максимализм юности и романтически наивный настрой женского пола очень помогают радикальным вербовщикам в их работе. В 99% случаев идеологи находят своих жертв в социальных сетях. Знания человеческой психологии помогают им подобрать подход к каждому. К женскому полу – лаской и проявлением заботы, к подросткам – их возвеличиванием и наигранным пониманием. Вообще им изначально нужно было пушечное мясо. То есть и их особо не волновало, кто именно будет участвовать в боевых сражениях, в их рядах кто будет состоять. Наподобие того, как во время крестовых походов христианские проповедники, они говорили о том, что участие в крестовых походах поможет вам обрести рай, поможет вам очиститься от всех ваших прежних грехов. Также и современного течения, вот как Даиш, как Джабат ан-Нусра и прочие, они обещают именно хорошую жизнь загробную, что люди, даже если они в этой жизни грешили, были алкоголиками, совершали преступления, то, приняв участие в их деятельности, то есть сражаясь на пути их идеологических убеждений, то они попадут, соответственно, в рай. Человек, когда находится в какой-то крайности, все равно у него бывают такие просветления, и он задумывается о том, что он не на правильном пути, что ему нужно как-то измениться. И эмоционально тоже он испытывает давление со стороны родственников, со стороны друзей, которые постоянно говорят ему, что тебе нужно исправиться. Тут под руку попадает именно вот идеология таких вот деструктивных течений. Ну и, соответственно, он находит выход из этой ситуации и примыкает в их ряды. Также в сети радикальных идеологов попадают этнические и религиозные меньшинства. Вовлекают их в экстремистские организации для разжигания межэтнической и межрелигиозной розни, для провоцирования конфликтов и акций неповиновения. Оказаться объектом вербовки может каждый. Уберечься от нее можно только развитием собственного критического мышления, возможностью перепроверить информацию и способностью не доверять новым друзьям из соцсетей.